Привет всем, дорогие подписчики, друзья. Представляю вам два моих только что законченных работ. Перед вами великанище, или по-родному бадай, то есть большой нож. Этот нож предназначен для рубки, более агрессивный, толстый, и работы, чтобы колоть лед, дрова рубить и так далее. Настоящему охотнику нужен три ножа. Три ножа должен быть у охотника. Обязательно бадайя, чтобы колить, рубить, и средний нож. Называется карабыгах. Средний нож, длина среднего ножа в среднем составляет от 15 до 17 сантиметров. Вот такой вот в данном случае из нержавеющей стали Х12, длина вант 17 ровно. Кованый дол, клеймо мастер. Округленный кончик. Рукоять не превышает, и благодаря округленности вот сюда смещается, и можно дотянуться и работать очень удобно. Если не было такой окружности, здесь прямая была, что доставляет человека неудобства. Вот, и при ударе ладонь не пострадает. Вот так вот держится. Вот, ножик не маленький. Вот. И работается вот так. Карабыгах, то есть средний нож, предназначен, особенность его, он универсальный должен быть. И универсальность в чем? Ну, хоть в наши времена, хоть колбасу резай, хоть мясо, хоть консервную банку открывай. В общем, универсальный. То есть из тех трех самая работоспособная это 15-17 сантиметровая средний нож. Средний нож охотника. Вот. И тем самым, поскольку он им пользуется постоянно, он будет тупиться быстрее, чем этот, и чем тот, который длиной от 10 до 12. Третьего ножа пока не сделал, но как сделаю, я покажу. В чем разница третьего ножа? Третий нож это специально сделано для разделки туши, и она не носится, она в рюкзаке или за пазухой внутри охотника. Не само внутри, а внутри одежды. Так что им пользуется только для этого. Если разделить все эти три, работу поделить по трем ступеням, то и этот нож не пострадает, и этот нож тоже не пострадает, и тот самый третий нож, конечно же, не пострадает. Пострадает это, то есть тем самым она увеличивает срок службы. Если рубить этим ножом все, что попалось, рубить ее, конечно, но срок будет недолгим. А если специально сделанный бадай руби сколько хочешь. Хоть дерево, хоть кости, хоть лед. Вот. Почти вот такой вот рукоять большая. Специально так должно и быть. Длина клинка у нас 22. О. И толстый обух. Тут 6, тут 5, тут 4,5, и тут где-то 2 и 3. Нож большой, ножик кованый дол. Этот вариант нержавеющей стали тоже сделано.
И тут мы видим толстую лезвие. Лезвие толстое. Для того, чтобы рубить, нужен крепкость, не только крепкость, но и, как говорится, чем толще, чем вечно она будет работать. Вот. Рукоять большая, повторюсь. Вот, если видно, если держать, вот она, так вот, такой мощный такой. И вес идет прямой. Вес, ну, кончику идет, чтобы рубить было. А тут кончик ножа, как правило, под один палец. Так что этот кап не пострадает, не рухнет при работе. Как говорится, держим марку. Не столько, а вот столько кончик внутри. Вот. Так что сейчас попробуем в деле эту бодаю. Наверняка соскучились по работе по экстремальному тестированию. Сейчас узнаем. Ну, мощно, короче. Ну, раз такой. Вообще мощь. Вот, толстый. Поэтому вот вгрызается. Ну, не пощадит ничего. Вот. Давайте пробуем на металле. Давим изо всех сил. Еле закончил длинный нож. Посмотрим еще на бумажке, какой он из себя ножичок-то. Да что ж такое. Ну, практически лезвие. Вот такой вот красавчик. И в чем особенность этого ножа еще? Вот сюда втыкаем до дерева, получаем песню. Можете работать лед, держите вот так, и внутри деревяшка, работоспособность увеличивается. Вот такой вот красавчик. Вот. И она вытаскивается нелегко. До конца ударили. Не дребезжит, не капает. Вот такой вот сегодня видеообзорчик. Если кто желает комплект из 3 ножей, то если покупать по одному, то клиенту будет очень дорого. А если в комплекте будете брать, то, соответственно, ваши расходы не увеличатся. Наоборот, вы выиграете немножко. Так что, дорогие уважаемые подписчики, новички, заказывайте, звоните, пишите. Я вам отвечу.